Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өткен бейнероликте Павлодар қаласындағы көше атауларын өзгерту тақырыбы қозғалған болатын. Соған орай ЛДПР фракциясының басшысы Владимир Жириновский өз пікірін білдірген. Сол бейне үндеуді баршамыз бағалап талқылайық. Итак, пока весь Казахстан ликовал от новости о возвращении головы нашего прославленного хана Кенесары, о чем будет отдельный ролик, в Павлодаре особо чувствительные граждане, не согласные с решением ономастической комиссии по переименованию 30 идеологически устаревших названий, начали сбор петиции об отмене данных мероприятий. Срачи в комментах, негодование и создавшийся резонанс привели к тому, что весть о предстоящих переименованиях дошла и до наших северных соседей. И, естественно, уже по традиции первым дал свои комментарии по данному вопросу самый ярый казахофоб всей России Владимир Жириновский. Казахстан, город Павлодар, собрались переименовывать 30 улиц. Русские названия дать казахские. Ну вы постройте города свои казахские, там давайте названия казахские улицам. А что на чужом-то делаете? Это еще Петр I, так сказать, форпост там был установлен, Коряковский. И защита добытчиков соли. Там не было никаких государств, степи, кое-где кочевники. А соль недалеко там, в Оренбурге, да и там, в Павлодаре, где будущий город. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было. Джунгарские племена были, но племена страны Джунгарии не было. Ну, и вот все переименовывают. Думают, что человечество забудет, и все это останется казахам. Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы, и будет наведен порядок. Всем давно известно, что Владимир Вольфович, с давних времен питающий лютую неприязнь к казахам и Казахстану в целом, никогда умом и особой сообразительностью не отличался. Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира. Однако по сей день остается ведущим рупором кремлевской администрации. Поэтому давайте посмотрим и попробуем разобрать его болтовню и дадим свои ответы по каждому тезису. Ну вы постройте города свои казахские, там давайте названия казахские улицам. А что на чужом-то делаете? Тезис первый. Постройте новые казахские города и давайте им названия. А что на чужом-то делать? Ну, значит, во-первых, у нас уже были города в этой местности задолго до появления форпоста Коряковского. Древний город Имакия, располагавшийся на Иртыше вблизи современного города Павлодар, был столицей Кимакского каганата. Этот город был основан в IX веке и служил летней резиденцией наших каганов. В городе располагалась Каганская крепость, монетный двор и крупный военный гарнизон, равно как и в другом городе на Иртыше Хакан Кимак. Вокруг ставки Кагана располагались кочевья кимаков, кипчаков и найманов. Имакия была представлена на картах известного арабского путешественника и картографа Аль-Идриси. Различная утварь, останки животных, оружие, захоронения кимакских воинов по-прежнему находят по всей Павлодарской области. Решил починить водопровод, а сделал археологическое открытие. Житель пригорода Павлодара во дворе своего дома обнаружил 3 древних захоронения. Находка вначале насторожила. В то, что могилам больше 1000 лет, селянин и подумать не мог. Назар Ахмаров об археологической сенсации. Эксперты-криминалисты определили, захоронения бесценны для ученых. Примерный возраст погребения определили быстро – 8-10 века нашей эры. Более точно еще предстоит установить. Рядом археологи обнаружили еще 2 могилы. Одна из них женская. В средние века в такой опускали козью голову и украшения. Вторая, скорее всего, принадлежит воину. Рядом со взрослым скелетом обнаружили голову лошади, остатки лука и стрел. Часть артефактов уже исследовали в лаборатории. Ученым впервые удалось найти все части кимакского лука. Его использовали воины-кочевники. Оружие и ювелирные украшения археологи передадут в Национальный музей в Астане. Там уникальные экспонаты поместят в отдельную экспозицию.
Павлодарские ученые завершили исследование Кимакской колесницы, найденной в одном из старинных курганов вблизи областного центра. В ходе расчистки они нашли под колесницей останки 2 воинов. Как выяснили археологи, сама колесница состояла из нескольких сотен вырезанных из дерева деталей, скрепленных без единого гвоздя. После расчистки колесницу отправили на реставрацию в Алматы. Отметим, подобный артефакт в Казахстане обнаружен впервые. Ну и во-вторых, если следовать логике Жириновского, то тогда и в России нужно полстраны переименовать и присвоить городам и улицам имена немецких правителей. Ведь именно при почти 35-летнем правлении императрицы Фредерики Августы Анкальцербской, она же Екатерина II, в России было построено 216 новых городов. Она плохо писала по-русски и была чистокровной немкой по происхождению, как и, собственно, вся династия Романовых, то бишь Гольштейн-Готторпских. Так что, Владимир Вольфович, далеко не тебе и не твоим сторонникам указывать нам, что и как делать. Тем более, что форпост Коряковский, возведенный в местности Керегежар, был оплотом вторжений казаков на исконно казахские территории, что явно идет вразрез с политикой деколонизации в Казахстане. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было. Тезис второй. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было. Что значит, где вы были 300 лет назад? От такой несусветной тупости обалдел бы даже Петр I, который сказал, что казахская орда – это ключ к Азии. Хотя я уже перестал удивляться безграмотности кремлевских пропагандистов. И чтобы развеять болтовню этого старого давайте прибегнем к по-настоящему авторитетным российским и иностранным источникам. Василий Радлов, российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения, в своем труде «Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии» 1929 года, переведенного с немецкого труда «Aus Sibirien», Лейпциг, 1884, так описывал казахов и их владения. Казах-киргизы образуют наиболее значительную массу кочевников тюркского происхождения. Они известны обычно под именем киргиз-кайсаков или под ошибочным названием киргизы и занимают огромные степные и полупустынные пространства в северном Туране, на восток до верховий Иртыша и на запад до Каспийского моря у устья Волги, на юг до среднеазиатских ханств и на север до среднего течения Иртыша, Ишимских степей и южных склонов Урала. Свое название киргизов эти кочевые племена получили по недоразумению от своих русских соседей. Сами же они себя называют повсюду исключительно казахами. Это же имя дают им и соседние тюркские народы. Хотя и наружный вид, и родовые названия очевиднейшим образом указывают на происхождение казахов от пестрого конгломерата различных тюркских племен с небольшой примесью монголов и самоедов, однако мы все же должны констатировать, что в настоящее время и в языковом, социально-политическом отношениях казахи представляются настолько как бы сплавившимися в одно нераздельное и прочное целое, что мы вправе их называть особым народом, так как им в высшей степени присуще чувство национального единства и крепкой взаимной спайки. Идем далее. Цитата из записок путешествий историка капитана Рычкова в Киргиз-Кайсакской степи, 1771 год. Владение всех киргиз-кайсакских орд распространяется на запад от Алтайских гор до Каспийского моря, на полдень от реки Яйка и Иртыша до реки Амударья. Ну и завершает ответ по данному тезису известнейший персидский поэт Хаким Фирдауси, который в своем труде «Шахнаме» прямо указывал на страну Казакию как на сильное государство с многочисленным воинственным населением, чьи земли начинаются в северной части Синего,
то есть Аральского моря, набегов которых страшился даже могущественный в то время Иран. А тем, кому и этих доказательств недостаточно, я оставлю подсказку в верхнем углу на более подробный разбор данной темы. Из всего вышесказанного становится ясно, что все русскоязычное пространство, выросшее в период советской эпохи тотальной русификации, не изучало труды даже своих собственных историков до советского времени, не говоря уже об иностранных. Отсюда и такие пробелы в образовании, что у кремлевских шутов, так и у жителей самого Павлодара. И вот все переименовывают. Думают, что человечество забудет, и все это останется казахам. Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы, и будет наведен порядок. Меня вот забавляют подобные высказывания. О каком еще русском пространстве идет речь, если никакой русской земли нигде нет, никогда не существовало и даже нет сейчас? Что Российская империя, что СССР, что Российская Федерация состоят сплошь из чужих, захваченных территорий. Разве что Москву да Новгород условно можно назвать русским пространством. Да и управляли ими почти всегда инородцы. Так что о каком там русском мире говорит Жириновский, непонятно. И здесь, чтобы подкрепить свои слова исторически, я озвучу замечательную цитату Фридриха Энгельса. Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты. В заключении на заметку всем злопыхателям и кремлевским шутам отвечу. Этот день действительно уже не за горами. Час расплаты за массовые военные преступления и геноцид порабощенных народов. Поэтому живите мирно и не посягайте на наши территории, пока мы не потребовали назад свои. Ал достар бауырлар, назарларыңызға рахмет. Егер осы бейнероликті ұнатқан болсаңыз, міндетті түрде оны барынша таратыңыздар. Оған лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Және қаржылай көмек көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі роликтерде көріскенше. Сау болыңыздар. Скифы, хазары, это кто такие? Да, скифы Это мы, всё турки. да, азиаты мы. Турки все это. Турки, одно слово. А вот и голову, а там скифы нам мешали, а там половцы нам мешали, а там гуны нам мешали. Турки! Все, на юге турки, на западе немцы. И душат Россию вот уже сколько столетий.